Самое главное, чтобы на качество было сделано. Глава Ингушетии поручил привлечь дополнительные силы к реконструкции стадиона в Сунже. Месяц 3-4 раза качает одежду, до 8 метров аж догоит на метр. Анжеле тахан уже качается, да все уже 24. Скважины есть, но воды нет. Жители Аршты жалуются на отсутствие воды. Расскажем, как им приходится выживать. Урожайность у нас составила 27 центнеров с гектара. А всего вал у нас составляет около 60 тысяч тонн. Порядка 60 тысяч тонн озимых культур собрали с полей Ингушетии в этом году. Итоги хлебного сезона подвели в Минсельхозе. Но в том доме жители сами собирают мусор, сами убирают, импровизированные мусорные ведра стоят. А из окон жителей Магаса видна мини-свалка. Проблемными можно назвать дворы Покулиева и Базоркина. Как решается проблема? Я очень рад, что у нас открылась футбольная школа. И в будущем планирую стать профессионалом. Перспектива стать известными футболистами появилась у ингушских детей с открытием в регионе филиала Академии футбола «Спартак Юниор». На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом сообщил Владимир Путин во время совещания с правительством. Как отметил президент, препарат уже доказал свою безопасность и эффективность. Ожидается, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время. Прививки будут делать добровольно. Первые на очереди – медики и учителя. Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, и температуры нет после прививки. Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск. Вот что важно. Массовый выпуск этого препарата с тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых. 4945 новых случаев с COVID-19 зарегистрировано в стране за сутки. Статистика идет на убывание. В общем списке, по официальным данным, более 897 тысяч заболевших. Больше 703 тысяч выздоровели. В Ингушетии за сутки новых случаев заболевания 19. За весь период заболевших больше 3900 человек. 3312 выписаны из больниц, 17 пациентов в тяжелом состоянии, 2 на ИВЛ. Сунжинский стадион станет местом проведения главных торжеств к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Сейчас там ведутся строительные работы. Глава региона Махмуд Али Калиматов поручил привлечь дополнительные силы к реконструкции стадиона. Ряд поручений глава Ингушетии дал в ходе личного посещения объекта. Подробности в сюжете. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал ряд распоряжений по стадиону в Сунже, где в настоящее время продолжаются работы по его реконструкции. В частности, в рамках беседы, прошедшей руководителя региона с представителями подрядной организации, муниципалитета и ответственных ведомств, в ходе осмотра спортивного объекта был затронут вопрос привлечения дизайнеров к реновации объекта, а также волонтеров к очистке территории. Завершение проводимых работ планируется в сентябре текущего года. Значит, инвесторам тоже надо помогать. Вы сюда берите Риеву, чтобы она там не нанимали там какого-то дизайнера, а пусть придет и поработает здесь. Самое главное, чтобы на качество было сделано.
Так, пойдем снаружи посмотрим теперь. Машина отводилась. Да. Бордюр только надо сделать. Бордюр с той стороны сделать, чтобы не заезжали на тротуар. Да. К настоящему моменту на объекте завершена укладка дренажа для отвода дождевой воды. Строители полностью выполнили демонтаж старых трибун и залили фундамент под новые. Отремонтирована нижняя часть стадиона, где появилась универсальная спортивная площадка с 2 легкоатлетическими дорожками по периметру поля, а также полем для игры в мини-футбол и баскетбол. Дополнительно по поручению Махмуда Али Калиматова на стадионе появится площадка для стрельбы из лука. Параллельно с этим ведутся работы по устройству освещения подъездных дорожек, практически закончен ремонт административного здания, ложей и комментаторской. Стоит отметить, что капремонт арены не проводился более 60 лет. Проект реализуется на внебюджетные средства. Ты возьми проект, посмотри там, где дренаж. А то сейчас у тебя окажется для дренажа. Дренаж учитывал, это то, что изначально с поля Хабича о том системе. Мы водоотвод делаем, вот как раньше здесь было запланировано. Мы просто меняем сейчас покрытие, отметки остаются те же. После осмотра глава региона поручил увеличить количество посадочных мест стадиона с использованием сборно-разборной трибуны до 3500 мест. На ней появится навес, защищающий зрителей от непогоды. Также по проекту на трибуне будут оборудованы специальные места для маломобильных граждан. Для них же по поручению руководителя субъекта будет организован отдельный вход и касса. Женщина с детьми там. Да, у нас там. Тогда вот там должен знак быть ограниченной способности. И там, значит, должен многодетный бирыш ходякачи, вахсак хавечи, напапли. Местной администрации поручено высадить деревья по всему периметру стадиона, организовать пространство для паркинга и торговых павильонов. Здесь чернозем, вот так можете 30 сантиметров положить. Ну, кокби должен быть 50-60 сантиметров. Обкапываете, ставите дерево, потом чернозем засыпаете. В сентябре посадите. Напомним, осенью Сунжинский стадион станет местом главных торжеств по случаю 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В связи с этим глава республики обратился к региональному Минкультуры и подрядчику с указанием скоординировать подготовку зрелищных мероприятий и график проведения строительных работ без ущерба для процессов. Ингушетия вошла в первую тройку регионов, досрочно завершивших дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом списке также Белгородская область и Краснодарский край. Кроме того, отдельные регионы продемонстрировали опережающие показатели, в том числе по кассовому освоению денежных средств. В их числе также Ингушетия, Адыгея, Пензенская область, Удмуртская республика, Ставропольский край. В республике в нормативное состояние приведено 7 дорог общей протяженностью 13 километров и стоимостью более 280 миллионов рублей. Введены в эксплуатацию после реконструкции автодороги Назрань-Грозный, Назрань-Гамурзиева, Назрань-Икажево-Али-Юрт. До 2024 года в Ингушетии планируется реконструировать более 98 километров автомобильных дорог. Из них 52 километра региональных трасс и 45 километров дорожной сети местного значения. Более 30 социально значимых объектов введут в строй в Ингушетии до конца текущего года. Развитие инфраструктуры идет по плану. Так, в Вежери-Юрте на прошлой неделе торжественно открыли новую дорогу и Дом культуры. Но и это не все. В селении возводятся ФАП, детский сад и школа. О переменах к лучшему репортаж Зелимхана Калоева. Тут трудятся, не покладая рук. Все качественно и в срок. Делают для себя любимых, поэтому стараются изо всех сил, чтобы новый объект прослужил на века. Сейчас строительство дошкольного учреждения на 120 мест в самом разгаре. Котлован вырыт, монолит залит. Рабочие приступили к формированию фундаментной сетки. В двухэтажном здании с цокольным этажом будут созданы все самые современные условия для детей. Цокольный этаж и плюс 2 этажа. В цокольном этаже технические помещения, тепловой узел, электрощитовая, первый, второй этажи группы, спальные помещения, игровые комнаты, спортзал, пищеблок, медицинский блок. Работы начали в середине июля, а темпы уже впечатляют. Открытие детского сада планируется следующим летом. Тем временем не утихает шум и на соседнем участке. Здесь также с прошлого месяца ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Фундамент будущего здания уже готов. Здесь будет более 12 кабинетов. Необходимое оборудование и лучшие условия для медиков. Сдать в эксплуатацию объект планируют через год. С медучреждением появятся и новые рабочие места.
могу звать шласага, махту давление есть. Чего еще так, мотигиш узбол бинаха хахугилж. Легко мотигиш. Цедошки патчаховый варсалван великое правительство схаешь мотиги канер. Масштабное инфраструктурное преображение в Вежери-Юрте, которых действительно ждали. Это, можно сказать, строительный бум. В единственной местной школе, построенной еще в 1995 году, делают капитальный ремонт. Стены давно пошли трещинами. Тут не было ни дренажной системы, ни нормальных условий. Объект давно нуждался в ремонте. Работы начали месяц назад и будут завершены в ноябре. Залить армированный, арматур. Ачу 18 арматур, ачуёвка, залить низ. Поверху идем, колонны гивей. По 4 арматуры 16-х. Через каждые определенные метры юха колонны жвагивей. Лака голода полностью, связать, армировать, плиты жвачи, усиление ге. Курыш хуцы, да, нарыш хуцы, ге. Кафель аюл, ге. Отопление заново, ге. Электрик заново, ге. Впрочем, ход строительства на контроле лично у главы региона. Махмуд Али Калиматов проинспектировал социально важные объекты. Здесь дети. Я там сам проходил ее в прошлый раз. Вот эта трещина прям пополам там она, понимаешь? Каркасный сеть, она что, а потом опоясывание сделали. Это же надо додуматься арматурой. Я не знаю, как их назвать, это варвары какие-то. Я хоть не строитель, я понимаю, это нельзя этого делать, я вам вот что говорю. Значит, смотри, проект есть, арстроительный надзор есть, берите заключение, делайте. Мне все подписи, с тебя подпись, со всех. Подпись поставьте, берите, значит, смету составляйте, балки, легкую крышу. Мы детский сад строим. Здесь сейчас дорогу сделали, сюда молодежь придет сейчас жить, свадьбы будут и тому подобное. У нас здесь великолепное место, красивейшее место. Значит, давайте так. Министр, мэр города, министр образования, директор школы, значит, по транспорту, Минтранс, собирайтесь. Вы все предпримите, но ребенок, чтобы не остался без 1 часа учебного. Понятно? Он пропустит что-нибудь, потом догонять ему придется. Все эти объекты строятся и реконструируются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Село преображается на глазах. Изменения по всем направлениям. Приоритет один – качественная и комфортная жизнь сельчан. Зелимхан Калоев, Магомед Билакиев, Новости 24. Каково это жить без воды, знают жители сельского поселения Ашты. Там ее как не было, так и нет. И это несмотря на то, что пробурили не одну скважину, но до потребителей вода не доходит. В летний период проблема особенно актуальна, а привозить ее из соседних селений могут позволить себе не все. В проблеме разбиралась Тамара Хашагульгова. Месяц 3-4 раза качает одежду, до 8 метров аж догайтено метр. Руслан Хаци в одном из самых отдаленных сел Ингушетии живет с самого рождения. В жизни, да и в селении за эти годы переменилось многое, но только вот воды как не было, так и нет. 300 метров колодец, по очереди, да, месяц 3 раза качает бассейн идеал. Колодцы, канистры и ведра в Аршты уже давно как часть интерьера. Местные жители, это порядка 1500 человек, пытались решить вопрос самостоятельно. Собирали деньги на новые насосы. Но это также не решило проблему. Питьевую воду возят из соседнего Нестеровского или Сунжи. Но такое удовольствие по карману не каждому. هنزاد أشنو كقير ومل سبايدن دوتر هنزا على الكومري تجر قيه ليش أسقي ماشين ثاني دا ودي كنيستر ثاني تجر ده أزخي إيش حدين تون примерно 150 литров за раз حياة إذا ندوين دل توصون أخي. Местные жители не в шутку замечают, им приходится выживать, как в африканской пустыне. Аштинцам приходится каждый день ломать голову над тем, как запастись водой. Способы у всех разные. В основном ее качают из близлежащих колодцев специальными моторами, мощности которых хватает с трудом, да и ломаются через каждые пару месяцев. Приходится покупать новые. Я проживаю в низах. Да, у меня больше воды, чем у этого жителя. Но у меня тоже приходится 4 часа вставать, набирать бассейн. Днем она не бывает.
Битва за воду в Орште длится, что называется, с самого его основания, то есть с конца 19 века. Чтобы решить проблему, уходящую корнями вглубь веков, в 2018 году в селе провели монтаж водопроводных сетей. Специалисты из Пятигорска на окраине пробурили скважину, где, по утверждению исследователей, вода есть. Установили резервуар-накопитель, но живительная влага так и не пошла. В этом году Ингушрегионводоканал пробурил еще 3 новые скважины, но и это не спасло ситуацию. Вода доходит только до близлежащих домов. И то со слабым напором, сетуют жители. Приехали, сделали разводку, поставили емкость 300 кубов. Начали, когда подсоединять к источнику водоснабжения, вот, к артезианской скважине, оказалось, что дебита нету вообще воды. После этого водоканал приехало сюда, работники водоканала, и пробурили 3 каптажника. Увеличилось в системе, но это процентов на 25-30 вот летом хватает людей. Остальные люди сидят у нас без воды. Решить проблему помогут только глобальные перемены. Чтобы вода зажурчала в каждом доме, необходимо качать ее из соседней Чемульги, где таких проблем нет. Артезианские воды там существуют. Здесь их нет, а там они существуют. Поэтому дополнительно, там есть 2 скважины, дополнительно пробурить скважину и водопровод протянуть в Оршты посредством насосной станции. Районная администрация, мы и сейчас написали недавно, на имя председателя правительства написали, мы описали 2 проблемы этого села. И эти 2 проблемы существуют давно. Это водоснабжение и электроснабжение. Местные жители не унывают, надеются, что вода перестанет быть актуальным вопросом и все-таки польется из каждого крана. А как скоро эта проблема разрешится, покажет время. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакеев, Новости 24. Владимир Путин поручил Кабинету министров профинансировать вакцинацию от гриппа до 60% населения страны в наступающий осенне-зимний сезон. Также правительство выделит средства на поставку в медучреждения лекарств, тест-систем, средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимых для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, в том числе коронавируса. Президент также поручил сохранить в регионах на осенне-зимний сезон резерв специализированных коек для лечения больных с COVID-19. Порядка 60 тысяч тонн озимых культур собрали с полей Ингушетии в этом году. Итоги хлебного сезона подвели в Минсельхозе. Показатели урожая этого года выше, чем в прошлом. И это несмотря на капризы погоды. Сейчас главная задача – сохранить зерновые с наименьшими потерями. Подробнее в следующем сюжете. Сбор урожая озимой культуры позади. Вся задействованная техника и персонал выполнили свою работу. Минсельхоз начал подводить итоги сбора продовольствия. Значит, у нас была структура озимых площадей 24 200 гектаров. Но 200 гектаров у нас, значит, на Саркорском отделении из-за, значит, града пришлось нам, значит, сеять там яровые. Теперь, значит, урожайность у нас составила 27 центнеров с гектара. Всего вал у нас составляет около 60 тысяч тонн по республике, по всей категории хозяйств. Анализ работы здесь проводится регулярно, без сравнительной статистики невозможно рассчитать будущий урожай. Сравнивая результаты с прошлым годом, когда было собрано 14 центнеров с гектара, вал при этом составил 40 тысяч тонн, площадь посева около 28 тысяч гектаров, а на показатели прошлого года действовали сразу несколько факторов. Было саранчевое, значит, вредительство, было град, была засуха. Это в основном было, значит, в Малгобецком районе засуха. Но все-таки мы, значит, наши сельхозтоваропроизводители противостояли против стихии. Показатели сбора этого года выше в 2 раза, и это несмотря на погодные капризы, заморозки, проливные дожди с градом и сильным ветром. А под конец настоящий зной. Финансовая поддержка правительства нивелировала погодные аномалии. Именно благодаря ей удалось отстоять хороший показатель. Приобрести минеральные удобрения, аммиачную селитру. Мы, значит, внесли аммиачную селитру во всех площадях наших, чтобы, значит, сохранить влагу, чтобы было больше эффекта и
урожайность была. В 1,5 раза вырос и продовольственный коэффициент в сравнении с прошлым годом. Также на момент сбора урожая в каждом ГУПе работала сельхозкомиссия. Имелось все необходимое техническое оборудование для предотвращения чрезвычайных ситуаций. К слову, самый низкий показатель по сборам у государственного унитарного предприятия «Алхасты», а в лидерах сразу несколько ГУПов. Магаз очень хорошие показатели были. У них, значит, от 35 до 40 центнеров с гектара было. Было, значит, и Нестеровский хороший, было так, и здесь Беркат, ГУП, Беркат, государственное унитарное предприятие. Также, значит, сельскохозяйственные кооперативы хорошие показатели были. У них урожайность доходила и до 40 центнеров с гектара. В дальнейшем Минсельхоз планирует провести мелиорацию в зонах рискованных действий. В нее входят Малгобекский и Сунжинский районы. Эти земли должны быть решаемы, так как там же Алханчурский канал. Еще у нас хороший, значит, канал, значит, это Асса, водный массив, река Асса у нас. Оттуда тоже, значит, можно орошать в Сунжинском районе и других регионах. У нас условия хорошие. Надо, значит, во всяком случае как-то этим товаропроизводителям оказать помощь, Оказывать помощь планируют предоставлением кредита под малый процент. А пока сбор окончен, комбайны едут в гараж. На их место выезжает пахотная техника. Рабочие при этом не расслабляются. Уже 5000 гектаров земли было подготовлено на новый сельскохозяйственный год. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. А из окон жителей Магаса видна мини-свалка. Проблемными можно назвать дворы Покулиева и Базоркина. Мусорные мешки, разбросанные вокруг многоэтажек, местных жителей, судя по всему, мало волнуют. Ситуация усугубилась после отказа местной мэрии от услуг управляющей компании. Обо всем по порядку в сюжете Хавы Газиковой. Главное, у меня в квартире чисто. Так можно объяснить поведение некоторых жильцов столицы. Разбросанный мусор по всему двору жителям многоквартирных домов по улице Базоркина, кажется, не мешает. Его собирали тут уже несколько недель точно. Мы здесь рабочих не видели. Но и здесь, и там, причем, но мы сами убираемся. А зачем мы платим тогда коммунальные услуги? За мусор, за это мы все платим. Я вижу, что главные улицы всегда чистые. То есть, если вы проезжаете по главным улицам, вы всегда только на чистоту наткнетесь. А вот здесь, если пройти по закоулкам, то есть это не первая моя квартира, вы видите, да, что здесь везде мусор. В том доме жители сами собирают мусор, сами убирают. Импровизированные мусорные ведра стоят, вы, наверное, видели тоже. Похоже, некоторых взрослых не волнует, что их безответственность может отразиться на детей. Видимо, это и стало причиной, из-за чего они противились съемке. Такие же импровизированные детские площадки можно встретить и на улице Кулиева. Мусора тут хватает и возле подвалов, и около мусорных баков. Решение то же, что и у жителей улицы Базоркина. полностью цены хозлилюр, ценилюр. Хаз охож, даюах сдуаться дел, обратиться диадацох. А возник мусорный вопрос после отказа местной мэрии от услуг управляющей компании «Чистый мир». Причиной стали многочисленные жалобы жителей столицы на высокие тарифы за обслуживание. Снизить цену в организации отказались и расторгли договор, сославшись на невыгодные условия. Как отмечают в администрации, проблему уборки внутридворовых территорий нужно решать двумя способами. Жильцы создают ТСЖ, либо подают заявку на другую управляющую компанию. То, что касается управляющей компании, сейчас через месяц будет проведен аукцион, и по результатам аукциона будет уже определена управляющая компания. На новую управляющую компанию возложат обязанности уборки всех дворов без исключения, независимо от того, подавали они заявку или нет, если только жильцы не создали свое ТСЖ. Обговаривать этот момент. Если их тарифная, ставка не устраивает жильцов этого дома, они могут сами объединиться в товарищество собственников жилья, рассчитать свои силы, рассчитать свои средства и сами наводить порядок у себя во дворе, в доме, в подвалах и везде. А в ЖКХ Магаса, в свою очередь, на жалобы жильцов отвечают, что это не в их компетенции. ЖКХ отвечает дороги по городу и наружные территории домов, наружные дома. А придомовые территории это жильцы сами оплачивают. То есть
Как отмечают местные власти, против нерадивых жителей, которые портят вид и экологию столицы, будут возбуждать административные дела. Хава Газикова, Ахмед Гандаров, Новости 24. Ушел из жизни один из первых профессиональных кинорежиссеров Ингушетии, поэт и композитор Зелимхан Джаниев. Нашего коллеги не стало на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Выпускник Днепропетровского театрального училища и Ленинградского института театра, музыки и кино. За свою насыщенную творческую жизнь он поставил несколько десятков спектаклей, автор более 20 документальных, художественных и короткометражных фильмов, многие из которых, к сожалению, не сохранились. С открытием первого ТВ в регионе Зелимхан Джаниев стал первым телеоператором. Последние годы кинорежиссер всецело посвятил поэзии. Он награжден почетными грамотами главы республики и Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию за большой вклад в развитие отечественного кино и телевидения. Экономия времени, энергии и денег – все это сервис Сбермаркет. Возможность покупать товары, не выходя из дома. Заказы клиентов принимают и выполняют специально обученные работники. Они точно знают, как выбрать самые качественные и свежие продукты. Подробно о работе онлайн-сервиса расскажет Диана Дударова. Онлайн-шоппинг прочно вошел в нашу жизнь. Совершать виртуальные покупки, заказывать одежду, еду уже давно не новшество. Ну а теперь, пользуясь Сбермаркетом, можно, не выходя из дома, покупать и продукты первой необходимости. Услуги сервиса стали серьезной помощью для мам с детьми, у которых не всегда получается сходить в магазин, для пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для тех, кто очень занят на работе и на поход за продуктами просто не остается сил и времени. Коммуникация непосредственно клиента нашего осуществляется через приложение. Скачивается приложение Сбермаркет, выбирается точка локации необходимая, и уже можно закидывать в корзину все продукты, которые необходимы. Сбермаркет стал крупнейшим сервисом доставки продуктов. Товары собирают профессиональные сборщики. Они проходят специальные курсы и сдают квалификационные тесты. Клиент может не переживать. Эти ребята выберут самые спелые фрукты и овощи, свежее мясо и рыбу. А весь процесс сбора заказа проходит в средствах индивидуальной защиты. Смотрим на упаковку, проверяем, есть дефекты, там нету. И качество, срок годности товара, она должна быть совпадать на минимум 60% от производителя. Сбермаркет экономит время и силы своих клиентов. Не нужно таскать тяжелые сумки, стоять в длинных очередях на кассе, в пробках. Это также экономия топлива и денег на транспорт. Курьеры доставляют заказ прямо до двери в обусловленное клиентом время. Так Шамиль Бадахов начал пользоваться Сбермаркетом еще несколько месяцев назад. Качество продуктов, признается, еще ни разу не разочаровало. Сначала как-то непривычно было, потому что никогда ничего так продукты не заказывали через приложение, потом быстренько адаптировался, оно очень удобное приложение, все понятно, ясно, разделы, все, и очень быстро адаптировался в приложение. В любое время, когда мне удобно, заказал все продукты, товары, любые интересующие меня, очень быстро это все обрабатывается, привозят. А в период пандемии спрос на услуги Сбермаркета вырос еще больше, ведь это возможность лишний раз не рисковать своим здоровьем и не посещать общественное место. Курьеры в масках и перчатках осуществляют бесконтактную доставку. Пакеты оставляют у дверей и после сообщают об этом клиенту по телефону. В Ингушетии служба Сбермаркет доставляет товары из супермаркета «Столица» в Магасе. К заказу доступен весь ассортимент магазина. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. Жители региона приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Просветительская акция планируется в ноябре этого года. Цель экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности среди различных слоев населения и бережного отношения к окружающей среде. Написать экодиктант сможет любой желающий. Этапы проведения акции можно будет узнать через специально созданный портал «Экодиктант». Перспектива стать известными футболистами и войти в большую семью красно-белых появилась у ингушских детей с открытием в регионе филиала Академии футбола «Спартак Юниор». Это шанс заявить о себе на всю страну. А осуществить мечты юниорам помогают опытные наставники. Как прошла первая тренировка, расскажет Идрис Ижиев.
Тренировка начинается с пробежки. Без нее никуда, ведь это уже не дворовый футбол, а настоящий набор в секцию самого именитого клуба России. Несколько кругов вокруг стадиона помогут новичкам размять мышцы и наполнить легкие кислородом. Возрастных ограничений нет. К примеру, Ансару Мальсагову всего 10 лет, а он уже тренируется и соперничает с ребятами, которые гораздо старше его. Раньше играл просто на площадках, теперь же, как поклонник «Спартака», ему выдалась возможность тренироваться в секции любимого клуба. Мне очень нравится футбол, поэтому я пришел сюда. Я очень рад, что у нас открылась футбольная школа, и в будущем планирую стать профессионалом. Старший брат Ансара Ахмед также тренируется в футбольной секции «Спартака». Ахмеда назвать новичком нельзя, ведь он занимается футболом не 1 год, поэтому установки тренера для него не сложны. На данный момент у меня все получается, то, что тренер просит. Но в будущем, наверное, тренировки будут усложняться. Болельщик «Спартака». Я очень рад, что могу играть за «Спартак» теперь. И надеюсь, что у меня все получится. В арсенале футбольной академии имеется все для проведения тренировочного процесса. Мячи, барьеры, конусы, фишки для дриблинга и, конечно же, профессиональные футбольные тренеры. Анзор Садиров, как главный коуч, с первого взгляда видит, кто на что способен. Поэтому первая тренировка начинается с контроля мяча. Сначала, как в школу приходишь, в 1 класс, что мы начинаем? Это с букваря, с азов, алфавит. Также мы в футболе начинаем знакомиться с ребятами, насколько они дружат с мячом. Вот. И исходя из этого, когда будет хотя бы первоначально какая-то база данных, будем дальше исходить, что нам дальше, на какой уровень переходить. Переходить ли вообще, или же опуститься еще ниже и начать еще с того курса, который мы еще не освоили. Футбол – спорт, который развивает не только физически, но и ментально. Ребята учатся работать в команде и становятся дисциплинированными. Карина Мальсагова отдала своих сыновей в секцию футбола. Мальчики делают успехи. У меня 4 сыновей, и они ходили на гимнастику. А после гимнастики мы решили пойти на футбол. То есть дети сами изъявили желание. И вот они здесь. Футбол учит ловкости, координации. И им очень нравится. Идея запустить проект «Спартак Юниор» в нашем регионе появилась еще давно. Но вмешался карантин, и весь процесс заморозился. Запуск Академии «Спартака» станет еще одним шагом в развитии этого вида спорта среди подрастающего поколения. Ведь наш регион зарекомендовал себя как кладезь футбольных талантов. Такие яркие примеры, как братья Бакаевы, Аздоев, сборная России. Есть 2 наших представителя с маленького региона нашего. И в связи с этим Академия «Спартака» Москва решила у нас открыть свой филиал. Ведется набор детей. Мы, конечно, постараемся дать возможность каждому ребенку, чтобы вступил в нашу школу. И в дальнейшем, чтобы наши дети попали в клубы, мировые клубы. В первую очередь это Академия «Спартака», где наши талантливые дети будут выезжать на просмотр и уже зачисляться в главную академию «Спартака». По итогам первых занятий будут формироваться группы с последующим обучением у лучших тренеров московской команды. Руководство клуба надеется, что благодаря сотрудничеству со «Спартаком» у ингушских ребят появится перспектива для развития профессиональной футбольной карьеры. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.